Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В прокуратуре города Сухум прошло координационное совещание правоохранительных органов. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств остается актуальной. В Абхазском государственном университете чествовали студентов, одержавших победу в ежегодной международной научной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. В Сухуме прошел конкурс исследовательских работ по истории, биологии, географии и физике между учащимися столичных школ. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на лечение трехлетней Таисии Хагбам. Необходимо собрать 542 550 рублей. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня доложил премьер-министру Александру Анквапа о текущей работе ведомства, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В ходе встречи обсуждались вопросы материально-технического обеспечения МЧС, развития региональных подразделений, сотрудничества по гуманитарной линии с коллегами из ДНР и ЛНР. Премьер-министр обратил внимание руководителя МЧС о необходимости сосредоточиться на подготовке предстоящего курортного сезона. МЧС республики должно уделить внимание вопросам обеспечения безопасности отдыхающих на воде на основных популярных туристских маршрутах, в том числе в горной местности. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба встретился с уполномоченным по правам человека в Абхазии Сидой Шакрыл. Омбудсмен представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2021 год. Ежегодный доклад уполномоченного будет заслушан на очередном заседании сессии парламента. Почти 44% рассмотренных в 2021 году уголовных дел составляют дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Результаты работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств обсуждались на координационном совещании правоохранительных органов, в котором приняли участие генеральный прокурор Адгур Агарба, министр внутренних дел Вальтер Бутва, председатель СГБ Роберт Киут, представители ГТК, Государственной службы охраны и миграционной службы. Подробности в репортаже Эсма Гуладзе. Результаты деятельности следственных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков озвучила начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава. Правоохранителями проведена немалая работа в этой сфере. Однако достичь коренного перелома пока не удается. Ситуация продолжает оставаться сложной. Следственными органами и органами дознания Республики Абхазия по фактам незаконного оборота наркотиков за второе полугодие 2021 года и первый квартал 2022 года возбуждено 156 уголовных дел. 131 из которых направлено в суд в отношении 137 лиц. За аналогичный период, второе полугодие 2020 года и первый квартал 2021 года, возбуждено 203 уголовных дела, то есть на 47 единиц больше, 185 из которых направлено в суд. Из общего количества возбужденных уголовных дел 17 дел по фактам выращивания наркосодержащих растений, все дела направлены в суд. Статистические данные свидетельствуют о уменьшении количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Отмечалось также, что деятельность наркоиндустрии неуклонно совершенствуется. Сегодня наркодилеры активно используют интернет-ресурсы. Организованные группы осуществляют поставки через различные программы и мессенджеры. Для оплаты услуг используются банковские, почтовые переводы, электронные платежные системы, киви-кошельки. Выявляемые новые схемы приобретения, оплаты, сбыта наркотиков и психотропных веществ требуют глубокого анализа и введения адекватных, жестких мер реагирования на привлечение криминальных денег и использование их в банковской сфере. Последние 10 лет наибольшее количество судебных дел связано с незаконным оборотом наркотиков. Как правило, цифры из года в год не отличаются друг от друга и варьируются от 100 до 120 уголовных дел за сбыт, ввоз и хранение запрещенных веществ, а также выращивание наркосодержащих растений. В прошлом году по результатам составления отчетов данные показатели были превышены и побили своеобразный рекорд. В прошлом году в судами Республики Абхазия было рассмотрено 410 уголовных дел, из которых 179 были связаны, именно непосредственно основной частью были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Это составило 43,8% из общего количества. Если провести анализ между прошлым годом и этим годом, то рост составил значительный. В позапрошлом году
в 2020 году, таких дел было 118. В прошлом году, в 2021 году было 179 уголовных дел. Согласно материалам уголовных дел, преобладающая часть синтетических наркотиков попадает из России. В качестве курьеров зачастую используются граждане Средней Азии и россияне. Крупные партии метадона и героина перевозятся в личных вещах, запасных частях автомобиля, либо в теле. В первичных объяснениях получаем информацию, когда без защитника человека опрашивают. Мы видим, что он говорит: я привез с Питера, я привез с Краснодара. Как только вступает защитник, соответственно, я нашел эту крупную партию, меня там получил закладку, так, чтобы уйти от ответственности. И вот этот ввоз наркотических средств у нас, соответственно, выпадает. Мы имеем наркотик, но мы не знаем, как он был завезен, и не можем доказать, что это везен этим конкретным лицом. Естественно, проводить тотальные досмотры граждан на границе невозможно, потому что у нас туристическая страна, и это создаст огромные очереди. Вместе с тем, я считаю, что давным-давно уже назрела пора введения таможенной службой кинологических управлений. Министр ВД Вальтер Бутба отметил необходимость введения уголовного наказания уже на стадии задержания лица оперативными службами в зоне таможенного контроля. Нам нужно просто всем вместе собраться и выработать один алгоритм, что если в зоне таможенного контроля лицо задержано уже оперативными службами, то однозначно ввоз вменять. И тогда картина изменится. А не надо ждать, что он нам скажет, он нам с адвокатом. Мы все понимаем, мы свою страну должны защитить. Кроме того, была отмечена проблема лазеек в законе, в результате которых наказание зачастую смягчается. Статистику посмотрите, сколько лиц у нас вышло из мест заключения, не отбыв полный срок наказания. И в этом виноваты мы все вместе. Пока мы вот такие лазейки им оставляем, мы будем уязвимы всегда. Эта практика у нас применяется повсеместно. И такого рода преступления, я считаю, что ни в коем случае нельзя пересматривать их сроки и вообще все остальное делать так, чтобы эти люди выходили домой. Это раз. Второе, вот как сказал Адгур Нукзарович, на самом деле, вот человек осужден, мы все сделали свою работу, задержали оперативники, следователи доказали, осудили, посадили. И все, мы его забываем просто-напросто. Забываем, и бесконтрольно другие заинтересованные лица, наверное, скорее всего, своей, как говорится, определенной корыстной целью, уже усматривают возможность его выхода на улицу. И вы поймите, что как бы мы ни боролись с этими преступлениями, как бы мы ни ужесточали меры, те, которые идут на это преступление, зная, что есть лазейка. Мы знаем этих судей, и в лицо мы их знаем, и мы с ними постоянно общаемся. Но несмотря на то, что мы пытаемся до них донести... Необходимо принимать конкретные меры. Нужно носить в коллегию, наверное, касаться, как она называется, ККС, надо, наверное, свои виды вносить постоянно за этих судей. С докладом о проделанной работе выступили представители правоохранительных органов и Государственного таможенного комитета. Говорилось о необходимости комплексного системного подхода. Только репрессивными методами борьбу с незаконным оборотом наркотиков вести невозможно. Параллельно в нее должны включаться общественные организации, институты сферы образования, культуры и спорта, средства массовой информации. Программу по профилактике наркомании представили Министерство здравоохранения, просвещения и языковой политики, а также Комитет по делам молодежи и спорту. Внедрение ГТО в общеобразовательных школах, готов к труду и обороне. Это уникальный физкультурный комплекс становится главным рычагом в развитии спортивного воспитания государства. ГТО – это целая культура, отдельный спорт со своими чемпионатами, чемпионами, победами, победителями. В конце совещания генеральный прокурор Адгур Агрба отметил всю важность борьбы с наркоманией и подчеркнул, что предстоит активная совместная работа. Несмотря на то, что вот сегодня у нас и в Министерстве внутренних дел, и в Службе государственной безопасности работают люди, которые обладают большим кредитом доверия, я не побоюсь таких слов. Почему? Потому что мы с ними сталкиваемся в работе, и мы видим, насколько ответственно эти люди подходят к исполнению своих обязанностей. Это так. Но ситуация существенно не меняется. Для этого нужен комплекс мер, как здесь уже озвучивали, нужен системный подход. Вот сейчас я услышал, что уже предлагаются у нас программы со всех министерств, вот в частности, с Министерства здравоохранения. Еще у нас будут программы. Все это надо согласовывать с нашими помощниками. Работа должна быть совместная и работа должна быть активная. Одними словами мы не ограничимся, это я вам обещаю. По итогам совещания будет подготовлен проект постановления координационного совещания правоохранительных органов республики.
Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В селе Лыхны Гудаутского района сотрудниками МВД обнаружена еще одна незаконно действующая майнинг-ферма. Изъят 21 аппарат по добыче криптовалют. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. 17 мая текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики совместно с сотрудниками СОБР, а также сотрудниками Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики в результате проведенных профилактических мероприятий в селе Лыхны Гудаутского района была обнаружена незаконно действующая ферма по добыче криптовалюты, где функционировало 21 устройство. Общая мощность потребляемой электроэнергии составила 47 киловатт. Данная ферма принадлежала Цейба Анри Михайловичу, 1977 года рождения. В отношении последнего составлен административный протокол по части 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Оборудование по добыче криптовалюты в количестве 21 единицы было изъято и доставлено в склад временного хранения Министерства внутренних дел Республики Абхазия. В Абхазском государственном университете чествовали студентов, одержавших победу в ежегодной международной научной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. В мероприятии приняли участие вице-премьеры правительства Владимир Делба и Кристина Узган. Подробности в следующем репортаже. Студенты экономического факультета АГУ, победители международной олимпиады, порадовали своими успехами не только университет, но и всю страну, отметил ректор Абхазского государственного университета Олег Угварами, открывая встречу. Вы сегодня сделали нам большой праздник, большой подарок. Вот когда говорят, нет пророка в своем Отечестве. Есть. Этот пророк не обязательно, который там наверху. Вот каждый из вас молодой человек, который сознательно выбрал свой путь и твердо идете по этому пути. Очень рад тому, что вы настойчиво готовились, имели уже опыт предыдущих ребят, которые участвовали с 2016 года в этой олимпиаде, цель которой очень высокая этой олимпиады. Это элементы научных исследований, культуры дискуссий. Студенты экономического факультета АГУ одержали блестящую победу в ежегодной международной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. Команда Абхазского государственного университета с разрывом в 12 баллов обошла команду Московского государственного университета имени Ломоносова и заняла первое место. Олимпиада проходила в финансовом университете при правительстве России. Наряду с командой АГУ в олимпиаде принимали участие команды ведущих вузов Российской Федерации: МГУ, НИУ, Высшая школа экономики, финансовый университет и другие. Как говорится, один в поле не воин. Это победа не только нашей команды. Много людей приложили свой отпечаток, свой след для того, чтобы мы сегодня вот так сидели с кубком первого места. Одержавшие победу в международной студенческой олимпиаде студенты Сами Ашуба, Камила Курыпа, Алхас Гвинджа, Леон Чкадуа, Анна Бжаня, Асмат Багателя, Лана Атруш, Балаша Зарандя, Аляс Квициня, Лери Аршба были награждены грамотами и денежными призами. В их адрес сегодня звучат слова одобрения и напутственные речи. Я с удовольствием хочу поздравить вас всех. Вы на самом деле сейчас, наверное, до конца не осознаете, что случилось, да, какую вот вы принесли историю в университет, какую историю в страну принесли. Но мы, выпускники, скажем так, университета, уже об этом хорошо знаем. И полагаю, что и в дальнейшем у вас будут хорошие и высокие достижения. Я думаю, что... это обещание на экономическом факультете, да, что как минимум, будем говорить, один из ребят, который находился в группе, станет работником Министерства финансов. Вот, если он, конечно, или она пожелает, это мы определимся. Нам, как выпускникам Абхазского государственного университета, людям, которые обучались в родном университете, очень приятно присутствовать на этом мероприятии, и мы безмерно благодарны ребятам
и преподавателям, которые удостоены такой награды. Для нас это действительно большая честь. И это еще один факт, подтверждающий, что у нас есть хороший университет, который может готовить серьезных специалистов. Ребята, мы всегда будем вас ждать. Я думаю, что вы скоро будете искать работу в нормальных, хороших, серьезных учреждениях. И мы, безусловно, будем пытаться с вами иметь нормальные профессиональные взаимоотношения. Удачи вам! На встрече также присутствовал отец старшего преподавателя кафедры экономической теории АГУ Андрея Бгажба, профессор-историк Олег Бгажба. Подготовкой и сопровождением нашей команды занимались начальник международного отдела АГУ, преподаватель кафедры экономической теории Анна Адлиба и доцент кафедры экономической теории, заслуженный работник Высшей школы экономики Александр Страничкин. Конечно же, не могу не сказать большое спасибо наставникам наших ребят, тренерам-консультантам, которые на протяжении нескольких лет готовили нашу команду. Сегодня мы, конечно же, не можем не вспомнить Андрея Олеговича Бгажба, который преподавал эту дисциплину нашим студентам и принимал самое активное участие в подготовке команды. Жюри, я вам могу сказать, было поражено. Они говорят, вы, говорит, случайно не взломали, хакерством не сделали. То есть вопросы, как отвечали наши студенты, хотел бы сказать, что из 20 вопросов на 17 вопросов, вот первый конкурс, тогда как МГУ 13. Это о чем-то говорит. И достаточно высокий результат. Анне Адлибе и Александру Страничкину были вручены благодарственные письма. Адица Сагария, Абхазское телевидение. Приобщить детей к науке, разбудить в них интерес к исследовательской работе. В Сухуми прошел конкурс исследовательских работ по истории между учащимися столичных школ. Мероприятие организовано управлением образования города. Все подробности в репортаже Лауры Капш. Знаменитый историк Ключевский сказал: «История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого. Поэтому знать ее необходимо, чтобы понимать, как современный мир и народы планеты стали такими, какими мы видим их сегодня». В конкурсе исследовательских работ приняли участие 15 общеобразовательных школ столицы. Ученики выступили со своими докладами на разные темы. От рассказов о кузнечном деле и народной медицине Абхазии до массовых репрессий и героическом подвиге медсестер в Отечественной войне народа Абхазии. Все работы были хороши. Было заметно, что учащиеся подошли к своим исследованиям серьезно. Так, ученица 11 класса Мария Квициня провела исследовательскую работу на тему «Абхазская кухня». Ведь удивительная и самобытная абхазская кухня впитала в себя все особенности истории и культуры нашего народа. Многие ее рецепты уходят корнями в глубину веков. Я считаю, что многие абхазские национальные блюда были забыты. И я считаю, что нам стоит не обращать внимание на соседних народов, а также на другие блюда, которые привозят из других стран, и больше заниматься продвижением нашей абхазской национальной кухни. Я бы предложила такое. Для исследования некоторых тем приходилось выезжать на места, общаться с жителями городов и районов. Например, руководитель одной из участников конкурса, учитель истории Джамила Берзеня, выезжала со своим подопечным на место раскопок Джантухского могильника. Ребенку, конечно, работа очень понравилась только после того, особенно когда она поговорила с местными жителями. Потому что порой что-то такое интересное, чего она вообще не ожидала, она услышала. И, конечно же, потом, когда уже она делилась своими впечатлениями, эмоциями, она сказала, что ее очень зацепило то, что рассказали местные жители о данном могильнике. Конкурс исследовательских работ проводится каждый год. Вначале каждая школа проводит мероприятия в своем учебном заведении, после чего победители выходят на общегородское соревнование. Дети очень хорошо подготовлены, а экспертная комиссия уже пересматривала эти работы, они были у нас в управлении образования. И на самом деле в течение 2 лет мы эти работы не проводили исследовательски. Дети, когда вышли уже в школу в полную мощь, с удовольствием приняли участие. Я думаю, что сегодня мы пока увидим их результаты. Благодаря таким конкурсам дети приобщаются к науке, приобретают новые знания. У них появляется самостоятельность мышления, развиваются навыки исследовательской работы. Это в первую очередь познавательно.
Если это история, это исторические моменты. И дети сами исследуют эти работы, история нашего края, история нашей Абхазии. В дальнейшем этим детям пригодится, потому что при поступлении в высшее учебное заведение, во-первых, дети получают любовь к предмету. Помимо всего этого, у них уже есть заинтересованность. Помимо истории, конкурс исследовательских работ прошел также по биологии, географии и физике. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министр культуры Даур Кови поздравил музейных работников с профессиональным праздником Международным днем музеев, который отмечается 18 мая. Даур Кови выразил работникам музеев благодарность за неоценимый труд, за беззаветную преданность делу сохранения и популяризации национальной культуры и пожелал сотрудникам музеев дальнейших успехов в работе. В Сухуми в эти часы проходит акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев. В ней участвуют 3 государственных музея – Музей боевой славы, Государственный музей и Литературный музей Дмитрия Гулия. Цель акции – привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию. Специально к этой ночи музеями столицы подготовлены экспозиции, которые сложно будет увидеть в другой день, и праздничные концертные программы. Репортаж о том, какой была «Ночь в музее» в этом году, смотрите в завтрашнем выпуске новостей. В связи с избранием Нарсола Салакая депутатом парламента Абхазии 12 июня в округе номер 14 состоятся повторные выборы депутата городского собрания. Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Отгур Лагвилава, регистрация инициативных групп завершится 22 мая, а в период с 23 мая по 1 июня будут зарегистрированы кандидаты в депутаты. В данное время зарегистрированы 2 инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты индивидуального предпринимателя Джопу Аслана Руслановича и главного инженера МУП троллейбусное управление Чамагуа Эльвира Анзоровича. Культурно-благотворительный фонд Ашана открывает сбор средств на лечение 3-летней Таисии Хагба. У девочки задержка психоречевого развития, и она нуждается в прохождении специальной терапии. Это единственный реабилитационный метод с доказанной эффективностью при данном диагнозе. Стоимость прохождения 2 курсов лечения составляет 542 550 рублей. Таисия очень шустрый, дружелюбный и веселый ребенок, но каждый день девочка испытывает огромный стресс. Она не может общаться со своими ровесниками полноценно и живет в своем маленьком мире. Она понимает этот мир совершенно по-своему. Она испытывает каждый день огромный стресс, потому что она не понимает большинство того, что с ней происходит. Не различает, какой день, там, праздник, день рождения, Новый год. А очень хотелось бы, чтобы она именно вот это счастье испытала детское. Знать, что такое радость, Новый год, Дед Мороз и так далее. В свои почти 4 года девочка не разговаривает на первый взгляд и не скажет, что у малышки задержка психоречевого развития, тяжелые нарушения в речи и сенсомоторная алалия. Таисия родилась здоровая, но со временем родители стали замечать отставание в развитии дочери от сверстников. Однажды во время подготовки к празднованию дня рождения девочки за спиной Таисии громко лопнул один из шаров, вздрогнули даже взрослые, но у ребенка не было никакой реакции. После проверки у лора выяснилось, что у Таисии нарушение слуха, двусторонняя тугоухость. Было проведено лечение, после чего она стала слышать. Но задержка восприятия слуха все-таки осталась. Далее девочку обследовали у невролога. На тот момент ей был поставлен неправильный диагноз. Изначально у нас был диагноз поставлен неверный, но это тоже дало свой толчок для того, чтобы пойти на следующую ступеньку и понять, что на самом деле. Нам нужно поторопиться, пока мозг достаточно эластичный, ребенок маленький, нам нужно, грубо говоря, в течение года постараться сделать все возможное, потому что в ее почти 4 годика у нее большие потребности задавать вопросы и получать на них ответы. Она этого сделать не может. Может быть, в голове у нее есть эти вопросы, но как их задать, как сложить это в предложение, тем более она не знает.
Таисия открыта абсолютно со всеми людьми, и ей бывает сложно понять, где свой, а где чужой человек. Диагноз девочки связан с поражением мозга при натальном периоде на фоне нехватки кислорода. Поражены клетки, которые отвечают за восприятие и воспроизведение речи. И мы бы этого не узнали, если бы не сделали МРТ. К счастью, мы все сделали, ребенка исследовали. И сейчас у нас, как я сказала, сенсомоторная алалия, тяжелая задержка речи, смешанные расстройства. Однако есть все шансы стимулировать рост новых клеток. Сколько конкретно курсов реабилитации понадобится девочке, пока никто не может сказать. Но сейчас Таисии срочно нужно пройти 2 терапии. Их стоимость составляет 542 тысячи рублей. Лечение послужит большим толчком к дальнейшему развитию девочки. Данная сумма для семьи Хагба неподъемная. В клинике будет проводиться современная терапия. Она единственная, которая может помочь девочке. Будет целый комплекс, включающий в себя это и ЛФК, и общение с психологом, препараты. То есть это все будет направлено на улучшение коммуникативных качеств девочки. То есть она сможет в дальнейшем начать разговаривать и уже как-то коммуницировать, разговаривать. Сейчас нельзя медлить, девочка растет, и со временем будет еще сложнее ее здоровье восстанавливать. Я прошу каждого объединиться и помочь семье Хагба в лечении их доченьки. Каждый пожертвованный рубль приблизит Таисию к здоровому будущему. Не оставайтесь равнодушными. Маленькой Таисии Хагба можно помочь следующими способами. При помощи услуги перенос баланса благотворительность абоненты Амобайл и Аквафон могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147, сумма перевода решетка. Также отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи вы можете узнать на официальных страницах культурно-благотворительного фонда Ашана в социальных сетях. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Наш соотечественник Харитон Агарба проведет 10-раундовый поединок в первом полусреднем весе с Аваком Узляном в рамках шоу «Лига ставок». Вечер профессионального бокса, который состоится 31 мая в Москве. В своем прошлом профи-поединке Харитон Агарба в феврале этого года досрочно победил колумбийца Брайама Рико. Его соперник в предыдущий раз выходил на ринг в сентябре 2021 года, когда провел в ничью поединок за звание чемпиона России в легком весе с Аиком Шахназаряном. Турнир будет показан в прямом эфире на телеканале Матч ТВ и Матч Боец. Начало трансляции в 20 часов. Харитон Агарба – мастер спорта международного класса на профессиональном ринге с 2019 года, провел 8 победных боев, в 5 из которых выиграл нокаутом. 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал за футбольный клуб ЦСКА, выйдя в основном составе в матче 29-го тура российской премьер-лиги против Краснодара. Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА. Наш корреспондент Сария Кварацхеля побеседовала с молодым спортсменом. Заур Тарба рассказала о своих впечатлениях и о том, как прошла игра. Заур, здравствуйте. Вы дебютировали в премьер-лиге за основной состав ЦСКА. Поделитесь своими эмоциями. Ну, это очень приятные эмоции. Дебютировать за такую великую команду, как ЦСКА, на таком великолепном стадионе в Краснодаре, там примерно 25 тысяч зрителей было. Ну, это эмоции, которые не передать словами. Очень приятно. Расскажите про тренерские наставления перед игрой. Вы сами нервничали? Ну, конечно, без волнения не обошлось, но каких-то особенных разговоров с тренером не было. Перед игрой дал там какие-то тактические указания мне, попросил играть спокойно, не переживать, получать удовольствие от игры. За день до матча у вас был день рождения.
такого рода подарок, можно сказать. Это совпадение? Ну, на самом деле, я думаю, это всего лишь совпадение, потому что в такой команде, как ЦСКА, я думаю, не будут люди делать подарки, чтобы выпустить тебя на поле в премьер-лиге. Заур, вы в 19 лет капитан молодежной команды ЦСКА. А 13 мая вы стали двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. А в ЦСКА вы пришли в 2021 году. Расскажите, как вы вообще туда попали? И вы начали играть в футбол где? В Абхазии или в Москве? Начинал я играть в футбол в Абхазии, в Сухумском Нарте. Наверное, в самой сильной команде в Абхазии. В 7 лет начал играть там. Потом, после одного из турниров в Дагомысе, меня пригласили на просмотр в Академию Краснодара. И взяли в Краснодар, и там я провел 3 года. И потом переехал в ЦСКА. Вы продолжатель спортивной династии. Ваш отец Саид Тарба – известный советский футболист. Любовь к футболу привил вам папа? Ну, на самом деле, не только. У меня футболом занимался и мой дедушка, и брат старший. Все занимались футболом. Ну, наверное, какое-то семейное у нас это. Первый день, как меня папа привел там на площадку, очень понравилась мне эта игра, и с того момента я начал заниматься футболом. Что для вас футбол на сегодняшний день? На сегодняшний день я могу сказать, что это моя жизнь. Я каждый день посвящаю это свое время своему любимому делу и, не знаю, наверное, не представляю себя нигде, кроме футбола пока. А ваши пожелания нашим юным абхазским футболистам? Нашим юным абхазским футболистам хочу пожелать, чтобы они побольше тренировались, слушали своих тренеров, потому что все тренеры хотят, чтобы их воспитанники чего-то добились, и чтобы они не боялись пробовать свои силы где-то вдали от дома, в другой стране, возможно. Заур, мы должны были записать интервью еще вчера, но у вас сейчас сборы, тренировки. К чему вы готовитесь? Ну, у нас в субботу последний раз каждый день тренировки, и получилось только сегодня свободное время найти. Спасибо вам большое, что нашли время, что ответили на наши вопросы. Мы будем следить за вашими успехами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Министерство обороны Абхазии объявляет прием документов на обучение в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Прием документов будет проводиться с 23 мая по 21 июня в Министерстве обороны Республики с 10 до 15 часов. С перечнем специальностей и необходимыми документами для допуска к вступительным испытаниям можно ознакомиться на КПП Минобороны. Телефоны для справок 229 77 47, 229 77 28. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 19 мая, на территории Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.